Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе в 6 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серикли. Сегодня четверг, 27 октября, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Мы признательны вам за вашу поддержку. В описании вы найдете ссылку nokta.md поддержать Nokta, по которой вы можете делать пожертвования нашему новостному порталу. Там описан способ того, как сделать разовое пожертвование. Если вы хотите стать нашим патроном, то в описании к этому видео вы также найдете ссылку на наш аккаунт в Patreon. Ну а мы переходим к темам сегодняшнего выпуска. США наложили санкции на Владимира Плохотнюка за коррумпирование государственных служащих и органов власти, и на Илона Шора за влияние на избирательный процесс в Республике Молдова в пользу России. Об этом в первой части выпуска мы поговорим с редактором русскоязычной версии проекта «Райс Молдова» и соавтором расследования Кремлинович Владимиром Тхориком. Еще 9 месяцев назад Народное собрание должно было утвердить новый состав исполнительного комитета, однако все это время не было никаких предложений от Башкана, ну или они были, но Народное собрание почему-то не приступало к этому вопросу. На прошлой неделе состоялось заседание Народного собрания, где возникли разногласия между Башканом и Народным собранием по тем или иным вопросам. Во второй части этой передачи мы поговорим с заместителем председателя Народного собрания Георгием Влечу о том, что нам ждать по этому вопросу. В третьей части выпуска с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины, мы поговорим о ситуации на юге Украины и контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. Не переключайтесь, вернемся через несколько мгновений. Друзья, у нас на связи по скайпу Владимир Тхорик, редактор русскоязычной редакции Rise Project Moldova и соавтор журналистского расследования Кремлинович, который сделала в свое время издание Rise Project Moldova. Владимир, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте, да, хорошо слышно. Ну вот, Владимир, если вы позволите, с вами хотел бы обсудить вот такую важную тему. Вчера посол США в Республике Молдова господин Лонгсдон объявил о том, что на Плохотнюка и на Шора наложены санкции Минфина США. На Плохотнюка наложили санкции на основании закона Магнитского, да, за подкуп и коррумпирование органов власти, а вот на Шора наложили санкции за вмешательство в выборы в Республике Молдова в интересах Российской Федерации. Вы проводили расследование Кремлинович, которое тогда наделало много шуму, совместно с изданием «Досье», по-моему, да, российским изданием, и которое показывает, в принципе, да, какие люди работали на социалистов в качестве политтехнологов, как финансировались политические проекты России в Республике Молдова. Скажите, пожалуйста, что-то новое из того, что представило, скажем так, в своем отчете, в своем докладе Министерства финансов США, помимо того, что вы выяснили? Например, какие-то новые связи? Какова роль или связи между партией Шор и партией социалистов? Потому что тогда вы больше писали о партии социалистов. Сейчас больше партия Шор на виду как основная пророссийская сила. Какие-то новые детали, которые вас, допустим, удивили, на которые вы бы хотели обратить внимание? Привет всем. Спасибо, Михаил, за внимание к этой теме, за внимание к теме влияния России, которая является в последнее время, к сожалению, страной-агрессором, о влиянии, в том числе и на Молдову, как устроено это влияние. Да, мы в 2020 году еще начали рассказывать о том, как администрация президента Путина, используя спецслужбы, влияет на молдавскую политику, кстати, включая и Башкана Гагаузии, нынешнюю Башкана Гагаузии Ирину Влах. Это влияние основано в основном на ресурсах спецслужб. И что важно, что, к сожалению, представители этих групп влияния периодически бывают на выборах в Молдове и участвуют как консультанты внешние в штабе ведущих пророссийских партий.
это партия социалистов, и с 2020 года партия Илана Шора. Да, ну подождите, это же не только партия социалистов и партия Илона Шора. Опять же, в контексте Гагаузии, потом мы вернемся к национальной политике. Вот в контексте Гагаузии, как вы думаете, влияние России через те же спецслужбы будут? Потому что у нас выборы в Башкана Гагаузии 30 апреля следующего года. Да, Россия пытается влиять на региональную политику. Более того, по нашим данным, в июле этого года люди, имеющие отношение к спецслужбам России, уже разработали сценарии проведения местных выборов в Молдове, и сценарии подготовки молдавской политики к местным выборам в Молдове. Одним из сценариев является оккупация Молдовы Россией после местных выборов. Поэтому Россия уделяет внимание не только выборам президента Молдовы, как мы писали об этом и сообщали в нашем расследовании Кремлинович, но также и местным выборам, и влияет непосредственно на избирательную кампанию кандидатов от России. В данном случае Россия, мы рассказывали о том, как из России присылали отредактированные тексты выступления Ирины Влах, присылали из молдавского отдела Кремля. Да, и чтобы уточнить ваш вопрос о том, что нового было представлено США в своей мотивировочной части доклада о введении санкций в отношении политических технологов, которые были на выборах в Молдове, хочу уточнить, что в принципе США подтвердили часть нашей доказательной базы, которую мы представили в расследовании Кремлинович еще в 2020 году. Это радует. США, Америка с ее многочисленными спецслужбами подтвердили выводы, к которым мы пришли независимо еще за несколько лет до этого. Главные выводы какие? Что на выборах Молдовы из года в год действительно работают зарубежные политические консультанты, и работают они в штабах ведущих политических партий. Это партия социалистов и партия Шор. Зарубежных вы имеете в виду российских? Российских, да, российских консультантов. Мы писали, кстати, о том, что, допустим, рассказывали о том, что в штабе Додона работала и психолог-гипнотизерша из России, которая, по данным наших источников, могла вводить Додона перед эфирами, важными телевизионными эфирами, в эриксонианский транс, так называемый. То есть, грубо говоря, главу страны могли вводить в транс гипнотизерша при помощи гипнотизерши зарубежной державы. Ну, слава богу, как я говорю, что у нас нет ядерной бомбы, то бабахнули бы уже там по Бухаресту или по Брюсселю. А зачем они это делают? Для того, чтобы он говорил то, что им нужно? Зачем нужно вводить его? Ну, есть предположение, что его могли вводить в транс при помощи психолога-гипнотизерши, которую мы идентифицировали в группе политтехнологов, против которых США ввели санкции, могли вводить в транс, чтобы он был спокойнее и контролировал свою речь. Это такой есть гипноз, эриксонианский транс, когда человека вводит в гипноз, но он контролирует себя, просто немножко все внешние раздражители на него не так влияют, и он может сосредоточиться на своих мыслях. Ну, чтобы он был более эмоционально устойчив, скажем так. Конечно, да, совершенно верно. Вот вы упомянули такую вещь, которая, резанула мне слух, да, что у России есть план на предстоящие местные выборы, и после этих местных выборов планируется оккупация Молдовы, если я правильно вас услышал. Каким образом это планируется делать? Потому что выборы местные не за горами, допустим, уже в следующем году, если я не ошибаюсь, осенью должны пройти. Что имеется в виду, что вы имеете в виду под оккупацией? Ну, по одному из планов, который рассматривается Россией, рассматривается проведение в Молдове акций протестов, и даже еще до местных выборов возможно смещение действующей власти, команды Майя Санду от власти, отстранение и объединенными силами так называемой оппозиции пророссийской, которая находится прямо или косвенно на содержании пророссийских бизнес-кругов, сместить власть в Молдове и привести к власти более лояльное России руководство страны.
То есть этот сценарий рассматривается либо до местных выборов, то есть весной, после того, как люди, озлобленные, население Молдовы будут получать всю зиму счета высокие за газ, за электричество, и вот выйдут на протесты, и таким образом инспирированные протесты могут смести власть Санту. То есть это первый сценарий. Второй сценарий – провести местные выборы, привести на местах лояльных России местных глав населенных пунктов, примаров, да, и советников. Формировать руководство районов и проводить какие-то, возможно, движения пророссийские, вот как было, допустим, с Сергеевским районом, да, уже на местах, то есть дестабилизировать. Ну, механизм понятия, да, какие-то декларации на уровне местных советов, да, которые о том, что там указывающие правительству, что нужно делать, акции несогласия и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на пророссийском поле мы видим там сейчас две основные политические силы, да, то есть парламентские фракции, партия ШОР, партия социалистов, партия коммунистов, все зависимы от России, все в той или иной степени получают консультации. Есть ли на левом фланге вообще какие-то политические силы, которые не были бы зависимы от России, или на которых Россия не влияла бы? Мне сложно сказать. Одним из критериев независимости от России может считаться оценка военной агрессии России в отношении Украины. Ну, теперь давайте вспомним, кто за прошедшие уже 8 месяцев из молдавских так называемых левых политиков открыто осудил агрессию России в первые месяцы войны. Кто? У вас есть вопрос на это? У меня есть. Для меня однозначно, что они не хотят называть Россию агрессором, потому что они не хотят обижать Россию. То есть они больше думают о России и о том, как реагирует Россия. Но есть некоторые люди, которые мне задают вопрос, а вот как бы они же политики, да, и они, допустим, понимают, что это может не понравиться их электорату. И поэтому они не называют Россию агрессором. Что вы ответите на это? То есть это рациональный какой-то расчет для того, чтобы не обидеть свой электорат, или там все же есть зависимость от России, и это не позволяет им называть Россию агрессором? Ну, скорее всего, нежелание называть Россию агрессором – это зависимость, конечно, от электората, но в первую очередь зависимость от финансирования из Кремля, поскольку деньги на предвыборные кампании и социалистов и партии Шора могли тратиться не из карманов условно Додона. Кстати, если говорить о том же Додоне, после ухода с должности президента в 2020 году он открыл НПО и начал получать зарплату напрямую из России в это НПО. Его зарплата составляет, кстати, сколько его зарплата составляет, мы расскажем также в скором времени в одном из наших... Вы говорите про вот этот союз деловых людей или предпринимателей? Да, это Молдо-Российский деловой союз, куда Россия даже после начала полномасштабной агрессии в Украине продолжала закачивать деньги. Хорошо, а вот опять же, возвращаясь к Гагаузии, какой вы сценарий видите на гагаузских выборах, если есть, или вы знаете что-то об этом может быть? Да? Потому что мы не видим никакой избирательной кампании сейчас. И такое ощущение, что это такой штиль, да, вот если Гагаузию каким-то образом попытаются использовать, или у вас нет таких данных по этому поводу? По этому поводу точных данных нету, но если смотреть предыдущие попытки влияния на выборы в Гагаузии, то наверняка кандидатам, которых назначат в Москве, кандидатам в Башкана Гагаузии, также будут писаться различные речевки, как это делалось в предыдущей избирательной кампании в Гагаузии. Ничего нового Москва, к сожалению, предложить гагаузам не может. Может предложить такую достаточно агрессивную риторику кандидатов в башканы, разделение на гагаузов и всех остальных, то есть разделение на своих и чужих, что за прутом это фашисты румыны, а вот мы в свое время защищались от румын, и благодаря Советскому Союзу мы выжили как нация. Ну, то есть такой достаточно известный нарратив, который будет предлагаться, я думаю, и сейчас. Владимир, вот в последнее время все чаще говорят о том, что Россия начала диверсифицировать свои политические ресурсы и вкладывается не только в открытые явно пророссийские проекты, но и в том числе и пытается вложиться в какие-то проевропейские проекты, внешние проевропейские проекты. Та же партия Иона Чубана МАН, которая как бы такая пытается адресовать или воздействовать на
такой умеренный проевропейский электорат, но при этом который остается русскоязычным. Вы что по этому поводу можете сказать? Подтверждают это ваши расследования или ваши данные какие-то? Ну, если вернуться к началу нашего разговора, то несколько лет, то есть вообще как Ион Чабан пришел к победе на выборах в Кишиневе в 2019 году? Он пришел при помощи тех же политтехнологов, которые сегодня включены Америкой в списки. Это Юрий Гудилин, которого США называют связанным с ФСБ, с Федеральной службой безопасности, с российскими спецслужбами. Это Ольга Грак и это Леонид Гонин. Все эти трое россиян, мы рассказывали еще в 2020 году во время расследования Кременович, они присутствовали в офисе партии социалистов в Кишиневе, когда объявляли результаты выборов примара Кишинева, на которых победил Ион Чабан. То есть можно сказать, что предвыборной стратегией, предвыборным штабом Иона Чабана могли заниматься и российские политтехнологи, среди которых были вот известная эта тройка, которых буквально недавно США внесли в санкционные списки. То есть поэтому как бы мы можем говорить сейчас, что как Чабан, как и Дадон пытался в 2020 году, использовали ресурсы, связанные с спецслужбами России на своих выборах. Став, допустим, примаром Кишинева, отошел ли Ион Чабан от российского влияния? Мы не можем однозначно сказать, но по нашим данным также тот же Гудилин либо Грак, то есть та же группа политтехнологов разрабатывают и концепцию будущей партии Иона Чабана. Что, в принципе, о чем и говорит и отчет США о введении санкций в отношении этих политтехнологов. Кстати, интересный момент, что контакты с политтехнологами, в отношении которых ввели США санкции, могут повлечь увеличение санкционного списка в отношении молдаван, и в этих санкционных списках, возможно, могут появиться тот же Дадон, на выборах которых работали эти политтехнологи, и тот же Ион Чабан. И другие так называемые проевропейские политики, типа Иона Кику, поскольку люди Иона Кику также активно взаимодействовали и с Гудилиным, и с Ольгой Грак, и с другими политтехнологами. То есть у всех пророссийских партий в Молдове, в принципе, одна и та же координационная структура, наверху которой спецслужбы России. Российские. Не могу не спросить про Ирину Влах, которая очень близка с Ионом Кику. Она в последнее время стала такой, более проевропейской. Это с чем связано? С попыткой воздействия? Это тоже попытка, скажем так, другую одежку на себя нацепить? Или она избавляется от влияния российских спецслужб? Как говорят, рукам Москвы на деньги Вашингтона или на деньги Брюсселя. В данном случае Ирина Влах неплохо получает финансирование от Евросоюза. Не Ирина Влах, а Гагаузия в данном случае, да, мы говорим, да? И команда Ирины Влах, которая окружает ее и которая получает зарплату за счет европейских грантов. В этом случае, Россия, может быть, и что-то дает, но, может быть, дает на какие-то предвыборные кампании. А что касается административных расходов в период правления Ирины Влах, то эти расходы частично покрывают и за счет европейских налогоплательщиков. Поэтому, хочешь не хочешь, конечно, Ирина Влах, как политик, обязана играть на несколько фронтов. То есть это такая конъюнктурщина, которая... Но зависимость от России сохраняется или нет, как вы считаете? По нашим данным, Ирина Влах, конечно, зависит от России, по крайней мере, с точки зрения политических консультантов, которые могут до сих пор оказывать ей какие-то консультации в ситуативной политической игре. Мы также видим Иона Кику, о котором вы только что сказали, да, которого консультировали, по вашим словам, по вашей информации, консультировали российские политтехнологи. Мы его видим практически на всех мероприятиях, организуемых Ириной Влах в Гагаузии. То есть очевидно, что это, грубо говоря, в одной корзине держат этих двух политиков в партии. Да, у Иона Кику и Ирины Влах есть связующее звено, это консильер Виталий Драганчи, которого мы также
заметили в окружении этих политтехнологов, в отношении которых США ввели санкции. То есть и у Кику, и у Влах, вот он, кстати, сейчас на видео показан. Да, он, да, рядом с Грантом. Драганчи, который активно коммуницировал с политтехнологами, которых США называют связанными со спецслужбами. Вот, а это может быть одна из связок как раз вот, Драганчи с Влах и Кику. Ну да. Скажите, пожалуйста, что означает включение в санкционный список США? Вот, допустим, понятное дело, что их включили. Там посол Лонгзонов объявил, что будет арестовываться их имущество в Соединенных Штатах Америки. Но что дальше? То есть, что грозит дальше тому же Плохотнюку и тому же Шорову в данном случае? Санкции США означают, что в черный список эти физические лица будут включены и другими странами Евросоюза, и любые поездки в страны развитого, как говорится, капитализма, то есть в США, по крайней мере, и в Евросоюз будут сопрягаться с большими проблемами для этих людей, им будут отказывать в выдаче виз, у них могут быть запреты въезда в Евросоюз, их активы также могут замораживаться в различных странах, которые входят в сферу влияния США, это большинство современного мира, там, если не считать таких игроков, как Китай, или там достаточно аутсайдеров, как Россия, Иран или Северная Корея. Или Сирия, Они не будут исполнять санкции США, а остальные страны будут обязаны исполнять санкции США и вносить в черные списки всех людей, которых США объявляют персонами нон-грата, либо включая списки Магнитского. Более того, любой бизнес с этими людьми, их найм, допустим, может повлечь вторичные санкции. То есть, если вы возьмете этих людей к себе на работу, то есть молдавские политики, если будут с ними продолжать работать, с тем же Гудилиным, ГРАК, какие-то взаимоотношения будут иметь с партией Шор, даже компании, которые могут оказывать услуги партии Шор, либо самому Шору, могут также быть включены в дальнейшем какие-то санкции в черные списки. Поэтому крупный бизнес и уважающие себя политики, я думаю, не будут в дальнейшем иметь каких-то общих дел с людьми, включенными в санкции США, чтобы избежать включения их также в эти санкции. Хорошо, а это повлияет каким-то образом на возможность получать деньги того же Шора и тем же социалистам на ведение их политической деятельности в Гагаузии, в Молдове, извините, в Республике Молдова, на организацию тех же протестов, выборов и так далее? Это сокращает финансирование, конечно, протестов, но финансирование протестов происходило, конечно, не по перечислению, по крайней мере, Шором, да, вот как показывает практика, а кэшем. Поэтому есть много схем еще осталось и у России, когда можно легализовать этот кэш. То есть и молдавские выборы, и молдавские протесты – это копеечные мероприятия по сравнению с другими мероприятиями, которые сейчас… Для России, да. Для России, это может усложнить немножко, добавить еще в логистическую цепочку несколько звеньев, но это абсолютно не помеха. Устроить, грубо говоря, в Молдове какую-либо цветную революцию на деньги Кремля или на деньги Шора, или на деньги Плохотнюка, если эти гангстеры объединятся реально с российскими спецслужбами. Хорошо, а это может повлиять каким-то образом на выдачу того же Шора из Израиля, который сейчас находится в Израиле, да? То есть у Израиля особое отношение к выдаче своих граждан, поэтому я не думаю, что в данном случае есть перспектива выдачи Шора в Молдову. Если, конечно, это не станет предметом политических переговоров США с Израилем. То есть, если США вступят в переговоры о выдаче Шора, чтобы сделать какую-то услугу Молдове, то, конечно, Шора могут выдать, но, как показывает практика, мало кого из Израиля выдавали в страны, где расследуются уголовные дела в отношении этих фигурантов, учитывая, что Шора, он гражданин Израиля по месту рождения. А Плохотнюка, могут быть какие-то уступки, да, то есть, скорее всего, Плохотнюка, его людей будут выпирать из стран, где они сейчас прячутся, и возвращать в Молдову. Но это санкции еще, мы надеемся, что подстегнет расследование молдавских правоохранительных органов, поскольку последний год-два
молдавские органы, которые открывали уголовные дела против десятков участников ОПГ Плохотнюка и Шора. Есть такие так называемые уголовные дела, которые так называются, ОПГ Плохотнюка, допустим. Эти уголовные дела, они, нету там продвижения большого, поскольку структура Плохотнюка включала в себя и судей, и представителей прокуратуры, и других силовиков, которые тормозили расследование этих дел. Может быть, санкции США как раз против Плохотнюка и Шора постигнут к ускорению расследования этих дел. Хорошо, а вот, наверное, последний вопрос. Вы частично об этом сказали. Это первая ласточка, или вы все же ожидаете расширения этих списков и включения туда тех людей, которых в том числе мы упомянули в нашем сегодняшнем разговоре, или часть из этих людей? Да, безусловно, что включение такого количества крупных молдавских политических фигур, как Плохотнюк и Шор, хотим и не хотим, но хоть они в бегах, но Шор и Плохотнюк, имея в Молдове разветвленную сеть агентов влияния, влияют на молдавскую политику, экономику. Включение их в списки, конечно, дает основание к последующим включениям в дальнейшие списки других молдавских активных политических деятелей и бизнесменов, которые непосредственно связаны с этими инфраструктурами Плохотнюка и Шора. Посмотрим от того, конечно, как еще будут настаивать на этом молдавские власти, поскольку включение в санкции США – это заслуга не только Америки, но это заслуга и, возможно, молдавских властей, и, возможно, и заслуга журналистов, которые, допустим, как мы раскрыли некоторых политтехнологов, о которых никто ничего не знал 2 года назад. Безусловно, журналисты, расследователи внесли свою лепту в то, что, во-первых, мир узнал о этих темных сторонах деятельности этих политиков. В этом заслуга и ваша, поскольку вы также активно рассказывали о наших расследованиях аудитории, это также влияет на принятие решений. Поэтому это наша общая заслуга. Я вас поздравляю с тем, что в санкционные списки США включены клептократы и российские агенты влияния в Молдове. Спасибо, Владимир. Взаимно. Я вас тоже поздравляю и благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Спасибо вам. Друзья, у нас на связи по скайпу вице-председатель Народного собрания Георгий Георгиевич Лейчу. С ними я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась вокруг назначения нового состава исполнительного комитета. Георгий Георгиевич, здравствуйте, слышите ли вы студию? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Мы видим вот это вот бадание Народного собрания и исполнительного комитета. Значит, Народное собрание должно было утвердить, или я не знаю, Башкан должен был представить новый состав исполнительного комитета на первом же заседании новоизбранного Народного собрания. Так, во всяком случае, пишет закон. Но прошло уже больше 7 месяцев. Первое заседание, когда Народное собрание было конституировано, прошло сразу же после избрания руководящих органов. Это, если я не ошибаюсь, было в январе месяце этого года. Вот с января месяца и сразу же на следующее заседание и Башкан должна была представить новый состав исполнительного комитета. Объясните, почему произошла такая задержка и почему Башкан не представил новый состав, и вот только сейчас вы пришли к этому вопросу? Да, спасибо, Михаил, за вопрос. Хотел уточнить, что первый раз Башкан представила структуру и состав исполкома в феврале месяце. Вы помните, я во всяком случае напомню нашим зрителям, что Народное собрание отказалось тогда утвердить, исходя из того, что, на наш взгляд, как структура, так и состав исполкома были искусственно раздуты. Наша цель заключалась в том, чтобы оптимизировать структуру, сэкономить определенные средства, собственно говоря, что и подтверждается сегодняшними реалиями, что мы на правильном пути находились. И не утвердили. Башкан после этого представила второй раз состав и структуру исполкома, фактически абсолютно полностью идентифицируя то, что имело место в феврале месяце. Это уже произошло 11 мая. С тех пор Народное собрание не рассматривало этот вопрос. Не буду скрывать, с чем это было связано. Во-первых, в целом,
что привело к сегодняшнему дню, это несовершенство законодательства в этой части, наличие пробелов. И второе, политическая составляющая. Народное собрание ставило перед собой задачу принять к моменту утверждения структуры и состава исполнительного комитета изменения в закон об исполнительном комитете с тем, чтобы лица, претендующие на столь высокую должность, как начальники управлений и члены исполкома, соответствовали определенным критериям. Прежде всего, профессионализму, ответственности и так далее. И закон о центральных отраслевых управлениях, тоже преследующие те же цели. Но в силу известных обстоятельств Башкан не промульгировала ни в первом, ни в втором случае эти нормативные акты. Нам не удалось преодолеть вето Башкана. Потом пришлось повторно вернуться к принятию закона об исполкоме, вернее, разработке новых положений закона об исполкоме, которые вот остались на стадии рассмотрения, первоначальной стадии, понимая о том, что у нас нет квалифицированного большинства, что позволило бы нам принять этот закон. Вот эти составляющие и не позволили своевременно сроки, более-менее, подчеркиваю, это немножко более-менее оговоренные законом, 45 дней, сформировать и утвердить структуру и состав исполнительного комитета. С тех пор исполнительный комитет работал, скажем так, на честном слове. Хорошо. Правильно ли я понимаю? Если резюмировать то, что вы говорите, это то, как я понимаю. Башкан свои обязательства выполнила. Она в феврале месяце представила новый состав исполнительного комитета. Первый раз, да. Исполком, Народное собрание, в данном случае большинство, не было согласно со структурой исполкома и предложило некую реформу исполнительного комитета, то есть сокращение структуры ради сохранения бюджетных средств или экономии бюджетных средств. С целью оптимизации и улучшения качества работы исполнительной власти, самое главное. Да, то есть провести эту реформу у вас не получилось, потому что Башкан не промульгировала, и вы не смогли преодолеть вето Башкана. То есть получается 1-0 в пользу Башкана, вы не смогли это сделать. И то же самое примерно получилось с бюджетом, если я не ошибаюсь. Вы тоже пошли по пути сокращения расходов на содержание исполнительного комитета, и через суд этот бюджет был отменен. То есть, если говорить о политической борьбе, то получается 2-0 в пользу Башкана. То есть... Можно так говорить. Ну, мы расцениваем ее как личную победу и поражение Гагаузии. Это подрыв государственности, автономии, это удар в спину мы называем. Ни один противник нашей автономии столько вреда не приносил, сколько Башкан, допустим, тем, что она обжаловала закон о бюджете. Принятый, кстати, всеми депутатами, 100% участвующих на заседании. Если память не изменяет, около 30 было в тот день на заседании. Вообще я не знаю такого примера ни в республике, ни за рубежом, чтобы такое было. Это ради удовлетворения своих политических амбиций. Сейчас, собственно говоря, то же самое происходит, на мой взгляд, когда Башкан, понимая, что в ущерб требованиям закона, а это не просто, когда я говорю требования закона, это нечто такое, регулирующее те или иные вопросы. Это то, на чем основывается наша государственность автономии, жизнь наших людей. Она вот ставит вопрос рассмотрения вот этого состава на какие нарушения закона, причем явные, под угрозой распуска Народного собрания, что если, значит, не будет утвержден структура, то ее может появиться на распуск Народного собрания. Хотя такое право, на мой взгляд, абсолютно у нее отсутствует, это против, и она явно нарушила закон даже в том смысле, что представила нам новый состав и структуру исполнительного комитета после того, когда Народное собрание отвергло ее видение будущности управления автономией в феврале месяце, только 11 мая, то есть спустя более чем 2 месяца.
тогда как этот срок не может превышать, в принципе, 45 дней. Вообще два вот этих представления и два решения, касающиеся структуры и состава исполкома. Это вытекает из Ну, уложения Грузии. ну, то есть получается, что когда она говорит, что там, или где-то, то есть было заявление, что Башкан может распустить народное собрание, если оно не утвердит состав исполнительного комитета. То есть получается, что с точки зрения закона, закон на стороне Башкана в этом случае, я правильно понимаю или нет? Но судите сами. Есть определенные требования, предъявляемые к лицам, претендующим на должность члена исполкома. Есть уложение, закон об исполкоме, содержащее определенные нормы императивного характера, обязывающие Башкана строго соблюдать их и не дающие никакой возможности интерпретации и своевольничать. В части, например, структуры. Четко указано, что в структуру исполнительной власти входит управление, а в законе об исполкоме указано, что два подразделения в виде научно-исследовательского центра имени Маруневич и агентства по привлечению инвестиций, как структурное подразделение. Но признаем, что, допустим, Башкан это воспринимает как структура исполкома. Хорошо, а председатель района может явиться структурным подразделением? Вы чувствуете разницу? Когда мы говорим об институциях и когда говорим о должности, заместитель председателя исполкома может быть структурным подразделением? Очевидно, что нет. Это совершенно другое. Здесь есть путаница. Башкан путает, что такое структура и исполком, в состав исполкома вкладывая одну и ту же смысловую нагрузку, что совершенно не идентично. Вот нам представили опять 11 мая структуру исполкома, в которой включили заместителей исполкома, председателя исполкома и председателей районов. Конечно, в таком виде мы не можем утвердить, как может быть зеленый цвет сладким. Совершенно разные понятия. Хорошо, что вас в данном случае не устраивает, Георгий Георгиевич? То, что большое количество... В структуру может институты входить. То есть администрация районов, но не председатели районов. Мы же не включаем начальников управления в структуру. Мы говорим о том, что управление экономики и финансов входит в структурный состав исполкома. А вот членами исполкома являются руководители этих структурных подразделений, то есть начальники управлений и одновременно председатели районов. И в этот же состав по уложению входят и заместители председателя исполкома. Башкан представляет в одном документе и структуру, и состав, указывая, говорю, что совершенно разные вещи, на что Народное собрание не может идти в принципе, потому что это не просто противоправно, это алогично, просто смешно. Такого не бывает. Это один момент. Второй момент. Извините, Михаил, все-таки завершу свою мысль по поводу состава, когда нам предлагают узаконить что-то незаконное. В соответствии с законом о расширении сферы применения гагаузского языка, начальники управления, претендующие на должность члена исполкома, на эти должности, обязаны знать гагаузский язык. А проверка наличия владения гагаузским языком, подчеркиваю, не столько знания, сколько владения. То есть на уровне, позволяющем общаться, понимать ту или иную информацию, может в какой-то мере и передавать эту информацию. Знание языка и лингвистическая комиссия проверяет. Но все лица, претендующие на членство исполкома, начальника управления, отказались пройти это тестирование. Что это? Нам почему? Как они это объясняют? Ну, с правовой точки зрения, очевидно, не до конца читали, что, дескать, в течение 5 дней надо было это сделать, поскольку в положении указано, что после того, как представил Башкан список состава, лингвистическая комиссия в течение 5 дней должна была провести вот это тестирование. Ну, это чушь. Видимо, не читали. Потом, правда, отказались от этой идеи и больше не повторяли. Но чтобы вы понимали, до чего доходило. У нас достаточно активная работа в этом направлении была. Мы писали Башкану, указывали на недочеты. Мы прямо говорили: уважаемые,
Вы посмотрите, пожалуйста, закон об этом говорит. Вы что делаете? Вы считаете, что Народное собрание должно нарушать законы в вашу угоду и назначать на те или иные должности предлагаемые вами кандидатуры с тем, чтобы признали незаконными наши действия? Конечно, мы не идем на это и не пойдем. На мой взгляд, во всяком случае, я могу о себе сказать, не могу говорить о всем Народном собрании. Это было сказано. В последующем уже пошли доводы, а вот надо было раньше. Дело в том, что лингвистическая комиссия стала функционировать согласно положению, принято 26 мая, а мы представили своих кандидатов 11 мая. Но закон-то был принят 3 года тому назад, который носит, кстати, императивный характер, обязывающий. А положение это всего лишь разработка механизма реализации положения этого закона. Ну, подмена, как говорится, правовых понятий. Извините, Георгий Георгиевич, уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что они не прошли тест на знание гагаузского языка, потому что не сформирована лингвистическая комиссия? Смотрите, это было актуально буквально до последнего часа. Сейчас мне сообщили, что якобы согласились с нашими доводами и проходят тестирование. Я не готов сказать все, либо не все члены исполкома, претендующие точнее на членство этого исполкома. Но вы представьте себе, что ни один претендент абсолютно в полном составе бойкотировали и проигнорировали требования законодательства и не явились на заседание лингвистической комиссии. Причем лингвистическая комиссия дважды созывалась. Да, была видеотрансляция заседания лингвистической комиссии, по-моему, да? Но это вызов, понимаете? Это просто вызов государственности нашей автономии. Нам это принимать? У меня такое впечатление иногда создается, что умышленно пытаются создать хаос. Это звенья одной цепочки, то, что имело место и с тем, что мы атаковали закон о бюджете и сейчас живем по временному бюджету, согласно постановлению исполнительного комитета, с тем, чтобы не было контроля за управлением публичным имуществом и публичными финансами, чтобы было как можно больше хаоса. По-другому я никак не могу расценить, потому что у нас могут быть разные взгляды, разные мнения на определенные вещи. Может даже правовая оценка чего-то может быть, в чем-то может не совпадать. Но там, где совершенно очевидно, и практика такова была, которая всегда подтверждала, значит, что именно таким образом применяется закон. А сейчас игнорировать, это, я считаю, действительно действие направлено на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Хорошо, уточняющий вопрос, Георгий Георгиевич. Так они придут на заседание лингвистической комиссии, и это будет транслироваться в прямом эфире, или на чем остановились? Я не вхожу в состав лингвистической комиссии. В прошлый раз, правда, я был приглашен в качестве слушателя. Это заседание открыто должны проходить. Я знаю, что буквально сегодня поступила информация от председателя Народного собрания, что Башкан согласилась с тем, что эти положения закона необходимо соблюдать. Что якобы лица, претендующие, придут на заседание лингвистической комиссии. И сегодня же вроде лингвистическая комиссия должна была собраться и провести. Но я подчеркиваю, я не владею сейчас информацией, я не вхожу в состав комиссии. Но сам факт, Михаил, согласитесь, последний час, последний день, мы идем навстречу вам. Ладно, так и быть. Что это? Как можно такие вещи воспринимать и принимать? Потворствовать им? Как мы будем управлять автономией? Какой мы пример подаем нашим гражданам в части соблюдения законодательства? Георгий Георгиевич, завтра заседание НСГ, мы будем следить за тем, как будет проходить. Я так понимаю, что завтра будет рассматриваться этот вопрос. Надеемся, что кризис разрулится как можно скорее. Только в рамках закона, Михаил. Я понял. И мы все этого желаем. Георгий Георгиевич, спасибо большое. Спасибо, извините. Спасибо большое, приятного вечера и спасибо, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Доброго вечера вам. Спасибо, до свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчоглу, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. И с господином Демчоглу мы хотим поговорить о ситуации, которая сложилась на юге Украины, и о готовящемся или уже идущем контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. Господин Демчоглу, здравствуйте, слышите ли вы студию?
Доброго дня, шановний пане Михайло, или Заманерсенес Михайло. Систа Заманерсенес, доброго дня, шановный пане Димчогло. Господин Димчогло, какова обстановка на юге сейчас, в Одессе, в Одесской области, в Николаеве? Если вы могли охарактеризовать для нашей аудитории, как чувствуют себя жители Одессы и что они сейчас переживают? Ну, скажу вам, что обстановка стабильная, напряженная, но с той стороны стабильная. Потому что ракетные атаки чуть-чуть сместились на центральные области Украины. Система ПВО, которая на юге Украины, на Одесской, Николаевская область, показала себя очень эффективно, особенно в последнюю неделю. Практически 100% сбиваемость всех целей. И ракет, и дронов. Большинство дронов. Вот этой ночью тоже было буквально за 20 минут сбито 19 из 20 дронов. За 20 минут. 2 или 3, уже не помню, волнами были пуски. 2 ракеты и 20 дронов было выпущено. Обе ракеты были сбиты. И из 20 дронов 19 было сбито. Одна попала там, не знаю, это несущественную постройку. А в связи с чем повысилась эффективность? Вы можете, если вы можете сказать о том? Потому что и раньше сбивали, понятное дело, ПВО работали, но сейчас, как вы, из того, что вы говорите, все стало намного лучше, да? То есть эффективнее стали работать или появились какие-то новые средства? Я думаю, что, во-первых, вооруженные силы Украины привыкли к этому виду нападения. Мало того, дроны все сбиваются уже на подлете. Если вот первой недели там сбиваемость была 50%, первую неделю, как Российская Федерация начала использовать против Украины эти дроны. Где-то через неделю выше сбиваемость, но они в основном сбивались уже на подлете, фактически над городами, над населенными пунктами. И люди, а сегодня, вот вчера и сегодня они сбивались уже на подлете, тоже даже к населенным пунктам уже не долетают. Они сбиваются там за 5 километров, за 3 километра до подлета, до населенных пунктов, до берега украинского. А как... Я думаю, что, во-первых, первая причина то, что вооруженные силы Украины к этому привыкли, научились бороться, и соответственно, произошла какая-то модернизация средств ПВО. То есть, если раньше была нацелена только на ракеты, то сегодня появились, я так понимаю, как насколько я знаю, уже зенитные средства, потому что против дронов эффективны зенитные средства противовоздушной обороны, и они по максимуму используются. Ну, мы очень рады за жителей Одессы и юга Украины, которые избавились от этих ужасающих атак дронов и ракет. Надеемся, что в ближайшее время в такой же безопасности будут и жители центральных областей Украины. Господин Димчогло, а что насчет наступления? Какие ожидания от этого? Потому что как-то мы видим все... Давно, в принципе, говорили о контрнаступлении Херсона, Херсонском направлении. Потом было освобождение Харьковской области. И вот сейчас опять мы видим половину практически правого берега, можно сказать, ВСУ освободили. Но вот это мы видим приход или поступление новых человеческих, мобилизированных, да, то есть солдат на правый берег Днепра в Херсонской области. Вот какие ожидания от этого? Да, действительно, Харьковская область практически освобождена. Там осталось буквально единицы сел. Сегодня основной на том направлении, мы его называем левый берег реки Оскол. Основное наступление там идет в районе уже Луганской области. И по последним пару дней данным, вплотную украинские войска подошли к городу Сватово Луганской области. То есть фактически наступление на той части уже идет на территории Луганской области. Сватово и Кременная города. С контратаки были попытки на прошлой неделе контратак за счет мобилизованных, которых очень полно в районе Сватова и Кременной, но они все были безуспешны, все были отброшены, и наоборот, еще там украинские войска на 5 километров, я знаю, продвинулись. Касательно Херсонской области,
Касательно Херсонской области, да, вы, как правило, заметили, пару недель назад была освобождена северная часть правобережья Херсонской области. Украинские войска уже подступают, приблизились как бы, можно сказать, уже совсем близко к Каховке, Каховскому водохранилищу, Каховской дамбе. И по заверению вчерашнего Министерства обороны Украины, держат полностью под огневым контролем оба моста через Днепр в районе Херсонской области. Вы имеете в виду Антоновский мост и Антоновский мост, и дамбу Каховского водохранилища, да. Оба полностью под огневым контролем. Я вам скажу, что это группировка, в том числе за счет мобилизованных, вновь мобилизованных, как у нас называют, мобиков в Украине, новомобилизованных военнослужащих Российской Федерации, увеличивается потихонечку. Но я вам скажу, что итог всего этого будет очень плачевный. Очень плачевный, потому что если, например, там во время Изюмско-Лиманской операции им удалось за одну ночь убежать из Изюма, из Лимана, то тут такого шанса не будет. Группировка большая, мосты под огневым контролем, и, соответственно, результат этого всего будет очень плачевный для Российской Федерации и в части потерь, и в части жертв, к сожалению. Ну вот они говорят, что, вернее, не они говорят, а как бы эксперты говорят, что они на, получается, правом берегу Днепра, вот этой правобережной части Херсонской области, сконцентрировали где-то 30 батальонов тактических групп, и туда переправили большое количество мобиков или частично мобилизованных, да, или мобилизованных в российскую армию людей. Вот это что? Это они готовятся к защите и обороне Херсона от наступления, или они готовятся к наступлению новому? Вы знаете, я думаю, что Херсонская область по своему рельефу это равнина. И чтобы сделать наступление, нужно собрать такой мощный, я уже за 7 месяцев войны, понятно, с тем, что у нас администрация стала гражданско-военная, уже начала разбираться в характере ранений, там, к сожалению, направлению прилетов, виде оружия, виде ракет, виде средств защиты, ПВО, во всем уже начала разбираться, к сожалению. Как трактуют военные, чтобы перешли российские войска там к контрнаступлению, они должны собрать мощный военный так называемый кулак, группировку. На территории Херсонской области это сделать невозможно. То есть собрать группировку для какого-то контрудара или контратаки незаметно невозможно. Соответственно, учитывая, как себя показали украинские вооруженные силы, как точно они умеют бить по целям, большая разница между ударами российской армии, которые плюс-минус километр или 5 километров влево-право. И это подтверждают и российские военкоры, что точность украинской армии на высочайшем уровне, точность удара. То есть вы хотите сказать, что вот этих 30 БТГ, которые они сконцентрировали на правобережье Днепра в Херсонской области, этого недостаточно для того, чтобы организовать очередное контрнаступление? Чтобы прорвать оборону, вот даже по итогам контратак украинской армии, видите, концентрировалась мощная группировка в определенном месте там, в течение недели и прорывалась там в двух местах, желательно в двух местах, потому что в одном месте там, как военные говорят, это плохо. Эта группировка может быть там окружена потом. В двух местах должна быть как минимум прорвана оборона. Но чтобы прорвать оборону, нужно сконцентрировать. Вот в Изюмской операции, все уже знают, в Изюмской и Лиманской операции Украина было 40 тысяч человек за неделю сконцентрировано, и, соответственно, оборона в районе Балаклии была прорвана. И Балаклии, и чуть-чуть южнее, выше Святогорска. Была прорвана в двух местах, но это Святогорск и район Изюма, это леса. Леса, поймы, горы,
и можно по этим поймам, ну, похоже на бессарабскую нашу, когда вот степь, холмы, да? очень похожи, кстати. Ну, ну, не степь, у нас степь, мало того, ну, горы, холмистая местность в Бессарабии, но она еще холмы покрыты лесами. Да, вы про Харьковскую говорите. Вы про Харьковскую, да? Вы про Харьковскую, да. И в пойме рек можно пройти незаметно, и через леса можно пройти незаметно. Херсонская область, она малолесистая, это степь, мало того, еще ровная степь. Если вы проезжали вот там от Николаева до Херсона, когда-нибудь, увидели, что это полная равнина, где вообще нету лесистости. Соответственно, с точки зрения собрать контрудар, группировку мощную, маловероятно, она будет уничтожена. То есть вы имеете в виду, что на степи они будут как на ладони и легкой мишенью для ВСУ? Абсолютно верно. Если поднимается дрон, то он говорят, километров на 20-30 в округе один дрон все видит. Если дрон поднимается на 500 метров на километр, то он видит все в радиусе 20-30 километров. Это очень большая видимость. Если там в Изюмском районе поднимался дрон, то он видит там на 2-3 километра. И он не видит, что творится за холмом. Господин Пчела, скажите, пожалуйста, вот эта вот атака дронов, которую организовала российская армия, она, очевидно, нацелена на гражданскую инфраструктуру. Вот президент Украины Зеленский заявил, что от 30 до 40% электростанций или энергетической инфраструктуры разрушена в результате вот этой последних ракетных атак и атаки дронов. Как в Одессе, в частности, и на юге, и в Украине в целом будут переживать зиму? Есть какие-то опасения или пока службы справляются с теми проблемами, которые возникают? Я вам скажу, что буквально сегодня общался с нашим начальником областного управления облэнерго. У нас в Одесской области повреждения очень малые, и они практически за 2 дня уже восстановлены. Перебои с электроэнергией в Одесской области минимальные. Да, были последние пару дней там плановые отключения на 2-3 часа в некоторых местах. Но в ближайший день-два будет все восстановлено. И я вам скажу, это система, когда акты терроризма, ракеты нацелены на уничтожение энергетической системы Украины, они в конце концов потерпят поражение. Почему? Вот как говорят энергетики. Да, разбивается одна станция, на нее там тратятся дорогущие, в основном это калибры, там, ракеты дорогие, которые стоят по $5 миллионов, и у которых в России ограниченное количество. Ну, то есть дронами электростанции не разбить, да? Только ракета, получается? Да, дроны несут максимум 20-килограммовые ракеты, 30 самые крупные ракеты. Чтобы разбить электростанцию, нужно вот эти ракеты, которые тонна, 2 тонны, которых там которые поражают в радиусе 500 метров, километров, все. И тогда, самые мы знаем подстанции, даже те, которые, видите, они большие, они огромные. Чтобы их поразить, нужно использовать дорогостоящий дрон. Он может повредить одну трансформаторную станцию маломощную, которую можно восстановить или перекинуть на другую. И система энергетики Украины, она, как я вам сказал, имеет такую круговую сеть, то есть по всей Украине закольцована. Если выпадает с действия одна станция, они подключаются напрямую, и, соответственно, работает уже другая станция. Это занимает 2-3 дня и восстанавливается. А Россия не может каждую неделю устраивать такие массовые ракетные обстрелы, которые были там в начале прошлой недели, в начале обычно по понедельникам. То есть это нужно делать минимум 3 раза в неделю, чтобы не давать ее восстановить или в России нет на это средств. То есть там еще Россия может себе позволить такой шик ракетами еще 2, 3 раза максимум. Это не разрушит энергосистему Украины. Это может как говорится, повредить ее на 2-3 дня, и потом она восстанавливается. Хорошо. Да. Поэтому в конце концов Россия израсходует
все свои мощные, дорогие, высокоточные ракеты, и потом нечем будет воевать. Хорошо, а вот это каким-то образом, понятно дело, что они пытаются таким образом воздействовать на население, на граждан Украины, чтобы граждане Украины начали требовать скорейших переговоров с Россией. Это возможно добиться этой цели такими средствами, вот, исходя из тех настроений, которые сейчас есть в украинском обществе? Вы знаете, настроение в украинском обществе категорично. Посидим без света, но и без Путина. Лучше посидеть без света, но и без Путина. Да. Вот поэтому ничего страшного. В 90-е годы было и похуже, когда сутками не было света, когда там верные отключения были ежедневные, по 2 раза в день. Ну, я уже говорю, по результатам сегодня в Одесской области уже сегодня, вот, например, свет вообще не отключался на территории Одесской области. Нигде. То есть, есть ли какая-то, не знаю, там, ну, потому что вот эти вот ракетные удары и атаки дронов, они, в принципе, вредят не только энергетическую инфраструктуру, но и гражданскую инфраструктуру, имеется в виду дома жилые, да, квартирные и так далее. Стоит ли ожидать какой-то новой волны беженцев из Украины сейчас? Я думаю, что та часть населения, которая хотела выехать, она уже выехала из Украины. Наоборот, в Украину вернулось очень много беженцев, особенно там западные области, а там центральную Украину, которые далеки от линии фронта и которые практически не подвергаются никаким обстрелам. Да, тяжелая ситуация сегодня касательно гражданских объектов. Сегодня на юге, в центральной Украине массовому ракетному обстрелу подвергаются Запорожье и Днепропетровская область. Те, которые близки к линии фронта, например, там со стороны Энергодара, постоянно наблюдают дальность РСЗО, так называемых ракетных средств зенитного залпового огня, вы знаете, от 20 до 40 километров максимум. Соответственно, вот, Запорожье сегодня находится на там, 35 километров от линии фронта, и то до центра Запорожья не доходит, южные окраины Запорожья достает РСЗО. Вот они этим терроризируют как раз южные районы Запорожья, города Запорожья. То есть это артиллерия, это не ракета, это артиллерия, можно сказать, да? Ну да, РСЗО, это типа как вот грады, по-старому катюши, ураганы. Их дальность от 20 до 35 километров максимум. Да, и они, к сожалению, бьют в основном по гражданским объектам. 90% случаев это повреждаются жилые кварталы. И погибают, к сожалению, гражданские объекты. Сегодня военные от этих объектов практически от обстрелов не страдают. Потому что военные находятся на синхронно, используют РСЗО. РСЗО используется для крупных группировок, когда наступает крупная группировка. А так, знаете, на войне в основном используются минометные. Вот, чтобы близ расположенного противника обстрелять, в основном используются минометы. Там. Я их тоже уже знаю, от 60-миллиметровых до 120-миллиметровых минометов. Да. Ну и, наверное, последний вопрос. Вот мы видим сейчас, не то чтобы развернулось, да, вот в случае с громким задержанием вот этого директора Мотор Сич. Как проходит сейчас борьба с теми, кто хочет с коллаборантами в той же Украине или в Одесской области, мы видели недавно в Белгород-Днестровске. Это работа постоянная или все меньше и меньше людей, которые хотят сотрудничать с русскими? Или война почему-то никому, по тем или иным причинам никого ничему не учит? Да, последний месяц все меньше и меньше коллаборантов как бы проявляется. И задержания как бы тоже уже редкие, но не из-за того, что как бы плохо работает спецслужбы, но из-за того, что действительно их стало меньше. Касательно Мотор Сичи, вы знаете, я вам скажу, я лично знаю этого человека, я был с ним знаком в Киеве в свое время, когда там был помощником народного депутата Верховной Рады. Он действительно для Украины много чего сделал. Он построил серьезное предприятие Мотор Сич. Но, к сожалению, за последние лет 5-10 допустил серьезные ошибки. Это первое, пытался продать стратегическое предприятие, но, слава богу, эта сделка была отменена. Это еще было выявлено в
в 2014-2015 годах, китайская компания, оказалось, что в Китае никто эту компанию сильно не знает. И подозревать, что это фактически ее контролировали россияне, эту компанию, как сегодня выявляется. То есть в Китае при запросах оказалось, что, знаете, мелкая китайская компания выкупает очень серьезную, крупнейшую, одну из крупнейших оборонных предприятий Украины. А почему, вот вы говорите, построил, сделал много хороших вещей для Украины, построил важное предприятие, но почему? Завод построил еще в советское время. Понятно, но создал предприятие. Сумел сохранить. Вы знаете, он хозяйственник. Человек реально хозяйственник. Он награжден медалью золотой медалью, трудовой медалью Украины. То есть герой Украины, по-моему, да? Герой Украины, если я не ошибаюсь. Герой. Почему в этом случае? Почему? Он сентимент какой-то, попал в зависимость, что это такое? Не знаю, это выявит следствие, но то, что у него российский паспорт в 2010 году, то есть он его получил еще до вторжения на Донбасс, на Крым, то есть он получил, и фактически ему бы все простили. Но то, что он после 2014 года продавал моторы для вертолетов России, понимаете, после 2014 года, понятно, страна, которая воюет, этого нельзя делать. Какие бы деньги тебе не предлагали, этого нельзя делать. И он продавал после 24 февраля, по-моему, тоже что-то еще поставлял каким-то образом через какие-то схемы. Да, и успел с 24 февраля попродавать. К сожалению, это так, вы знаете. Но сегодня самое главное, понимаете, вся Украина, и сегодня вы видите, что с российской стороны тоже закидывают. То к нам приехал позавчера лидер африканской страны, не помню, Кабо-Верде или какой там, он был у Путина, потом приехал. То есть российская страна начала уже выдвигать месседжи, что готова к переговорам. По-моему, Гвинея, Сисоко Эмбала, по-моему, его зовут, да, Сисоко Эмбала его. Да, Гвинея-Бисау. Да, Гвинея-Бисау. Гвинея-Бисау, да. Потом и через Эрдогана тоже, президент Эрдогана, такие месседжи тоже. Но сам Эрдоган говорит, что да, переговоры нужно обсуждать независимость Украины и освобождение ее территорий. И вы знаете, что Турция тоже. То есть позавчера, вчера Зеленский давал интервью французской газете, и он сказал такое выражение: чем призывать переговорам, пусть лучше, чем посылать месседжи переговоров, пусть перестанет посылать ракеты на гражданские объекты для начала. Очень хороший ответ. Это будет месседжем, это будет для нас месседжем, что можно о чем-то говорить. Господин Чогло, спасибо большое, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Здоровья и мира. Всем спасибо. Друзья, такой был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте делиться этим видео, ставить лайки, отправлять его близким, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Мы увидимся с вами завтра. Завтра у нас будет дополнительный выпуск «Цены свободы». Посещайте нашу страничку в Фейсбуке и заходите на наш канал в YouTube для того, чтобы увидеть новый выпуск «Цены свободы» завтра. До свидания.